Ассаламу алейкум ларми нокчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Нарнийцы, помощники нарнийцев, их советники и просто безграмотные, необразованные люди решили атаковать со всех сторон, так сказать, историю нашего народа, более раннего периода, так сказать, и позднего, новейшую историю. Поэтому подождем минут 5, пока вы свои вопросы можете для себя зафиксировать. Сегодня у нас будет различная тематика. В основном ответим на все, потому что мне очень многие прислали различного рода ролики. Я много раз говорил, писал, показывал, но, видать, не до всех тупых отморозков доходит название, этноним, эндоэтноним, история, география. Ну, приходится до некоторых людей доводить повторно, и ответим также на выпадки этих отморозков. Конечно же, вне всякого сомнения, у нас мы можем вести свободную дискуссию, как мы это делали всегда, не упоминая, не зачитывая какие-то конкретные источники. Я понимаю, что такой формат в основном у нас для некоторых людей кажется таким фривольным, свободным, недостоверным, но я всегда старался акцентировать внимание именно в свободной дискуссии, вам рассказать, если что-либо, как говорится, вы считаете, что этого нет или недостоверно, чтобы я вам в любой момент мог сказать: посмотрите в этой книге, вы можете найти, удостовериться сами. Вот. Благо, информация по каждой статье мы оставляем. Каждый может спокойно найти, в какой книге. Также мы ответим на вопросы некоторых адвокатов, злопыхателей, помощников нарнийского отродья, без разницы, опять же, откуда, с какой бы это географической стороны это не было. Ва алейкум салам. Я всегда говорил и говорю и повторяюсь. Мы открыты для диалога, мы открыты для дискуссии, для общения, обсуждения каких-либо постов, которые сделаны у меня на странице. Если вы с этим не согласны, не нужно писать, как женщины, я не знаю, женщин оскорблять не будем. Я не знаю, это нечто бесполое существо, которое прячется за разными наборами букв, не показывая ни лицо, ничего, вечно прячется, как, я не знаю, обиженная жиру, которая и хочется, и никак не могут себе позволить показать свое лицо. Поэтому я хочу, чтобы было всем ясно. Я открыт для дискуссии. Ва алейкум ассалам. Я открыт для дискуссии. Любой человек может прийти в YouTube, Instagram, отправить запрос
связаться со мной. Тут есть камера в Инстаграме, через VPN заходите, нажимаете там камера с плюсом и приходит ко мне запрос, я вас приму. Главное, чтобы, самое главное, два правила. Не материться и второе, показывать свое лицо. Да, есть еще такое третье правило. Не просить меня на второй день или после дискуссии удалять данное видео, поскольку вы поняли, что вы были неправы и что вам за это, то, что вы проиграли дебаты или что-либо, стыдно и так далее и тому подобное. Вот 3 простых правила. Я показываю свое лицо. Я говорю, как меня зовут. Вы знаете, ничего нету. Да, и мы ответим по ряд острых таких, на ряд сказочных, острых разговоры. И еще. Мне прислали, человек, наверное, 10 прислали сообщения, прислали видео на какое-то женоподобное существо, Алан Бабхоев, что ли, ну, само собой, понятное, выдуманное имя, очередной плакса-нарниец. По нему я тоже отвечу обязательно, хотя не уделяя внимания, я хочу, чтобы моя аудитория понимала, как эти женоподобные существа пытаются на моем имени или на моем блоге или клянчить, или выпрашивать там, я не знаю, какие-то поддержку со своей стороны. Это мы вот 3 вопроса, которые сегодня затрагиваем. Башлам, видел, что про тебя говорил Артемушка. Хорошо, сегодня я включу в общий наш эфир ответ этому женоподобному, так скажем. Да, мне прислали, несколько человек прислали скрины, и будет просьба, поэтому сегодня последний раз по этому вопросу мы ответим. И на этом с этим женоподобным мы покончим. Дальше говорить или давать какую-либо оценку этому человеку не будем. Вы знаете, я никогда максимально пытаюсь никого не оскорблять. Я думаю, что женоподобный это не столько оскорбление в его адрес, а сколько реальный факт. Поскольку этот человек, то, что мне прислали, то, что я увидел, оскорбил меня. Но это мы как-нибудь с ним разберемся. Надеюсь. Если он изъявит желание, я ему доведу до него. Ибрахим, у нас YouTube подключен, YouTube Face подключен у нас эфир. Мы можем начинать или как? И хорошую, конечно же, новость напоследок оставим. Мы покажем сегодня. Постарались, так сказать. Есть и хорошие. Хотелось бы, конечно, на пятницу-субботу, но на пятницу-субботу мы... Я понимаю, иметь свое мнение, но оскорблять, переходить на личность. Да, конечно, я вне всякого... Я никогда... Ну ладно, мы до этого дойдем. Что-то чуть позже напомним, и мы ответим на данное высказывание. Друзья мои, в последнее время активно пытаются навязать и активно закидывают об истории нашего народа. Да?
Что касается двух названий, чтобы было понятно, этнонимов. Касаемо нашей истории. Если у вас есть вопросы, вы можете сразу подготовить. Если кто хочет зайти в эфир, вы знаете, как это делать. Заходите через VPN, снизу камера с плюсом, нажимаете, заходите, показывая свое лицо, задаете вопрос, я вам отвечу. Прислали несколько вопросов касаемо нашей истории, термина дзурдзукетия, термина кистетия, вот, и плюс ко всему ареалу проживания и кому они относятся. Еще раз повторюсь, мне как таковой не нужно, чтобы мне кто-то писал тексты вместо меня. Я вам указывал и показывал каждый раз, где написано и где можно это прочитать и доказательства этой базы. Сегодня ссылаются, и многие мне присылают и говорят снова и снова о суперссылке в Ахушти Багратионе, карте, которая написана, опять же, которая не является достоверной, которая не является оригиналом, которая является переводом некого французского ученого по словам Ахушти Багратионе, который указывает, что там находились, где в восточной части находились. Это раз. Ладно, давайте так, начнем с дзурдзуков. Для начала человек да, есть у меня эта карта, я ее опубликовал. Так. Ва алейкум ассалам. Сейчас, минуту. Так. Начнем с того, чтобы было понятно. Раз вы так настаиваете. Есть книга, в основном она из грузинских ученых. Написал ее Элью Маргашвили. Культурно-этническое взаимоотношение между Грузией и Чечено-Ингушетией. На этой книге сейчас написано коротко, чтобы было понятно. Прекрасным примером родственных взаимоотношений нахчийцев и грузин является сведения, приводимое И.В. Ивана Джавахашвили, согласно которому к северу от Гвилети в реку Терек с северо-востока вливается маленькая речка, которую называют Кистура, Кистинка. Именно здесь, в узком ущелье, находится крепость, построенная Давидом строителем. К северу же от нее последние 5 земель, принадлежащих грузинским царям, которые могут простираться приблизительно до джейрахских местностей. Именно такое соседство, родственные узы причиной, что горцы свободно переселялись с места, обосновались, где находились удобные условия. Известно, что горцы Тушины, Пшавы, Хевсуры, Моховцы, Тиульцы и другие всех нахчийцев, чеченцев, ингушей, кистов называют кистами. Все, кто перечислен. Возможно, это вызвано тем, что исторически наряду с дзурдзуками упоминались кисты, страна кистов Кистетия.
Позже под этнонимом Дзурдзуки был заменен этноним чечен. Глигвы этноним ингуш. Это пишет Маргашвили, ссылается на Джавахашвили, Харенский, Шавахашвили, Харадзе, Грузинская советская энциклопедия и Шавахашвили. Все эти источники есть. Этноним Кусты впервые в исторических материалах упоминается в армянской Ашхарайцуце в 7 веке. Это первый источник. Маргашвили, взаимоотношения. Раз. Второй источник. Башни в горах. Аркадий Гольштейн. Еврей. Не чеченец тоже. Что же пишет он? В грузинских аналах появляются упоминания о дзурдзуках и лигвах. В скобках. Чеченцы. Чеченцах и ингушах. Дзурдзуки. Чеченцы, глигвы, ингуши. Это Аркадий Гольштейн. Книга. Дальше. Сильнейший материал. Считается установлен факт идентичности названия чеченцев термином дзурдзуки, дзурдзка. Походы скифов через Кавказ в Среднюю Азию в 7 веке до нашей эры, связанные с этим становлением этнической карты Северного Кавказа, главным моментом которого некоторые авторы считают появление здесь и выступление на историческую арену предков современных нахчийско-дагестанских народов, дзурдзуков, леков. С указанием временем предков чеченцев грузинские источники называют дзурдзуками. В этой связи уместно вспомнить союз чарталинцев, то есть чартуай, дзурдзуков против выступавших на картлийский престол Мирвана III-2 века до нашей эры. Попытка картлийских царей подчинить себя силой горцев привели к конфликтам. Начиная с 9 по 11 века источники чаще всего называют чеченцев дзурдзуками. Этот термин хорошо знает Леонтий Мравелли. Начало 9 века. По его сообщению, в 11-3 веках до нашей эры дзурдзуки представляли четко очерчиваемую территориальную общность в этническом однородном населении. Мар пишет о том, что Иваны поднял на гору Хады, перешел гребень, переступил далее в гору пхойцев и дидойцев, и с одной стороны у него оказались дзурдзуки, дзурдзукия, с другой дидоя, пхойцы. Подчеркивая роль, чтобы вы знали, ни дзурдзуки, ни дидойцы, ни пхойцы не граничат с ингушами. Дзурдзуков на Кавказе в определенном историческом этапе. В источниках встречается упоминание о том, что над сыновьями Кавказа был владыком Дурдзук, сын Тирита. Дзурдзук же, что был сыном знаменитой среди сынов Кавказа, сын Кавказа, предок, общий предок, ушел и расположился в горной теснине, в которой дал имя свое Дзурдзукетия. Речь идет о доминирующей роли одного этноса среди остальных родственных племен на определенном историческом этапе. В данном случае особо следует историческом прошлом. Без учета этого фактора этническая карта древнего Дзурдзуки и Дзандкой, также топонимик Дзурдзукетия и Дзандака, а также топонимов Дзурдзукети и Дзандака, Дзандкой Ария, нам уже конструированы в специальной научной работе и в главе 3 данного исследования. Вместе с тем, наряду с вышеупомянутым этнонимом, касающимся нахчийских племен, в письменных источниках встречаются и иные названия нахчийских племен. Цупани, Цоусафена, Туски, Туши, Чеченский соццентр, Два Латуалы и так далее. Резюмируя вышеуказанное, считается необходимым обратить особое внимание на эпохальную последовательность упоминания нахчийских племен в письменных источниках с 3 по 1 тысячелетие до нашей эры. Так вот, кто же сказал это? Кто написал и кто подтвердил эти слова? Доктор исторических наук академик Меликашвили, доктор исторических наук академик Георгадзе, доктор исторических наук, член Академии корреспонденции наук Академии Грузии Пхицалаури, доктор исторических наук Г. Гасвиани, доктор филологических наук К. Чиралашвили, доктор исторических наук, член корреспонденции Российской Академии Наук С. Аратюнов, доктор исторических наук А. Тарпетросян, доктор исторических наук С. Чишко, доктор исторических наук Джамирзаев С.М. Это вторая книга
в котором говорится о третьей книге, о Дзурдзукете. Дальше смотрим. Интересный факт и подтверждение. Читаем. Горы, чтобы было понятно, откуда и что идет. Вы же любите про Кистинку реку говорить. Горы, место жительства Тушин, Пшавцев и Хивсур, не то что иное, как часть Кавказских гор. Замечательная из них Барбала, дающая начало реке Алазани, Кахетинской, Алазани, Тушинской, Аргвани, Пшавской, Ильто, затем на Кареле, через которую лежит дорога в горную Тушетию, Собравнит Цвери, дающая начало реке Аргуну. Иначе говоря, Андак, в древности Дзурдзуки. Аргун, река Аргун в древности, иначе называлась Андаки, Дзурдзукетия, река называлась Дзурдзуки, дающая начало Пшавской, Арагве, Бароле, много других. Смотрим. Река Андаки, Андаки-Скали, 124 километра по правому берегу реки Аргун. Река Аргун-Чанты-Аргун, 124 километра устья западно-Каспийского бассейна округа 7, реки бассейна Каспийского моря между речи Терека и Волги. Берет начало в северном склоне главного Кавказского хребта у горы Малая Барбало. Течет на север по горному ущелью, на реке расположено селение Андаки, Арчило, Ардоти, Муцо. Устье реки находится 124 километра по правому берегу реки Аргун. Длина реки составляет 31 километр. Это река Дзурдзуки, которая иначе называется просто-напросто Аргун. В древности ее называли Дзурдзуки, потом ее переименовали, как мы сказали, Андаки. Андаки и Дзурдзуки, река одно и то же. Есть источники, наверное, некоторые балаболы не знали об этом, но благо достоверность информации у нас есть, и мы ее публикуем. Дальше смотрим. Есть у нас некий любитель поддержки нарнийской. Зовут его позывной Красный Горшок. Так вот, который так сильно утверждал и на каждой поездке в соседний регион толкал и пихал им, говорил: вот вы, где чечаны, где кисты, где дзурдзуки, под кличкой Красный Горшок. Посмотрим, что же написал в своей работе. Дописали. Дедушка трехкратного историка о дзурдзуках, чеченцах. Любопытно, что И.А. Джавахашвили, Г.А. Меликашвили полагают, что известия по урартским источникам страна Цупани, к названию которой происходит позднее название Сафена, в древнеармянских источниках называют Цопк, через дефис, что близко названию одного из северокавказских племен Цов. Это одно из чеченских племен, заключает Г.А. Меликашвили. То есть, да, я про Гаджиева, Вениамин Гаджиев. Древнегрузинские источники упоминают название Цобена. Ясно, это название этого северокавказского Супани, область Супани, Цопка, в древнеармянских источниках, античная Сафена, находящаяся, читаем дальше, находящаяся к востоку от Малатии, на левом берегу Ефрата, близка с названием одного из северокавказских, чеченских, нахчийских племен Цоу. Считалась установленной идентичность самоназвания чеченцев Нахчо с термином Нахчиматян. Упоминается в армянской географии. Здесь идет дальше. Любимая тема, которую очень сильно любит говорить там, что Волкова
что Волкова не согласна. Волкова полагает, что этот термин взят из более поздних грузинских известных армянским авторам с 5-9 веков, может быть поздняя вставка в текст географии. Следует, однако, сказать, что начиная с 9 по 11 века источники чаще всего называют чеченцев, чтобы было понятно, кто это пишет. Это пишет Гаджиев, не Зураб, а настоящий его ученый Вениамин Гаджиев, если я не ошибаюсь его именем. Пишет, источники чаще всего называют чеченцев дзурзуками, и он с ним согласен. Этот термин хорошо знает Леонтий, опять же, Мравелли, начиная с 11 века. По сообщениям в 11-3 веках до нашей эры, дзурзуки представляли четко очерченную территорию, общество в этнически однородным населением. О дзурзуки, как о стране, пишут и другие средневековые грузинские, и не только грузинские, и арабские авторы. Однако следует отметить тот факт, что анонимный автор XII века, излагая сведения о народах Северного Кавказа, упоминает царей Дзурзукетии. Это сообщение приобретает свое значение, если мы исследуем И.А. Джавахашвили, признаем, что Дзурзукетия, грузинских источников, это страна чеченцев. Страна чеченцев. Об этом пишет Гаджиев. Не забывайте. Гаджиев пишет об этом, Джавахашвили пишет об этом, Меликашвили пишет об этом. Он привлекает, смотрите, дальше, грузинских историй, страна чеченцев. В этой связи не безинтересным также привести мнение Г.А. Меликашвили. Он привлекает топонимум Зурзука, встречающийся при урмийских краях, в качестве одного из аргументов для основания положения в наличии там во 2-1 тысячелетии до нашей эры нахчийских элементов, не исключая вместе с тем их расположение в более северных, восточных районах Кавказа. Это дедушка Зураба Гаджиева, того самого, который очень сильно пихал карту в Ахуште-Багратионе, на котором дзурзукетия якобы являются не чеченцами. Дзурзуки являются не чеченцами. Да, хочу показать вам эту карту, еще любимую карту. Есть вот такая карта. Как видите, там за моей фотографией, окошечком, я не знаю, как передвигать здесь можно его. Нет, невозможно. Глигвы, дзурзуки, кисты. Это карта непосредственно ингушей. Так. Грузинский источник 12-13 века широко употребляется. Дальше уже идет термин кисты. Но про кисты мы остановимся. Я хочу, чтобы мы закончили с вами на дзурзуках. Река, Меликашвили, Маргашвили, Харадзе, Джамирзаев, Гюльденштейн. Сколько вам еще перечислять? Джавахашвили, Иване. Я так понял, я еще не закончил. Это для тех лохов, которые пытались сказать, что термин дзурзуки или дзурзукетия не имеет отношения к чеченцам и так далее и тому подобное. Для особо тупых хочу пояснить. Я не фанатик, но если у вас варит башка, вы должны понимать. Грузины называли дзурзуками, кистинцами чеченцев, живущие с ними по границу в горах. Чтобы было понятно, в 15 веке, после нашествия Тамерлана, когда в 15 веке начали чеченцы, 15-16 век, спускаться с гор на свою плодородную землю, на свои земли плодородные, была основана крепость, называйте, селение Чачан. Чечен-аул, Чачан-аул, без разницы. Это версия, которая придерживалась. Так вот, с этой крепостью или с этим селением столкнулись первые беки, кабардинские князья,
русские, которые были позже вместе с ними. И от этого названия Чечен-Аул, так говорят все ученые, дали название чеченцев. Но там в горах их называли дзурдзуками, кистинцами позднее. Не будьте вы дебилами. От того, что я сегодня живу в Чечне, я чеченец, и я перееду в Соединенные Штаты Америки, и там меня кто-нибудь встретит и скажет, что я американец, я не становлюсь американцем. Как вы не понимаете, тупорылые блогеры нарнийские, вы конченые дегенераты, я не знаю, у вас маразм просто-напросто шкалит. Ваш шизофреник, который сидит, несет ерунду, там сидит, дакает, и всякое бякает. Женоподобная это тоже, которая сидит и рассказывает. Я вам повторяю еще раз. На картах, которые было зарегистрированы, и к этому мы перейдем, я вам покажу эти карты. Я вам устал показывать, где находятся кистинцы, дзурдзуки. И все нормальные ученые говорят, что дзурдзуками и кистинцами называли в первую очередь нахчийцев, нахчи, чеченцев. Спустившись, их кто-то назвал чеченцами, в горах их кто-то называл дзурдзуками, но сами они себя называли нахчи. Вы понимаете это или до вас не доходит? Французы называют чечани, немцы называют чечензе там, допустим, арабы чечани. От этого, понимаете, ничего не меняется. Нохчи остаются нохчи и в горах. И название дзурдзуки, если и было в раннем периоде, в дальнейшем, что записали там где-то граничит, снизу назвали, сверху назвали, народ один и тот же. А писаки разные были. Понимаете? Писаки были разные. Некоторые записывали, что даже атагинцы являются отдельным народом. Чеберлоевцы отдельным, шатойцы отдельные, там и так далее и тому подобное. Из-за этого сегодня карабулаки, допустим, Ашва говорят, мы якобы тоже когда-то, там один мне написал, что были отдельным народом. Не были. Не были. Был один единый народ, но называли каждый по-разному. Карабулак дали татары, глигвы, дзурдзуки, кистинцы дали грузины. До кистинцев мы спустимся. И если их когда-то звали дзурдзуками, все, кто проживает в долине реки, Чанты-Аргун, в горной местности, и Тумкалинский район, Шатойский район, Шаройский район, Галанчорский район, это предки всех нахчи. Нету чеченского тайпа, который не произошел из этих гор. Все нахчи произошли из этих гор. Тупорылые вы бараны, которые несут всякий бред. Это еще не все. Есть точно так же книга Броневского «Кавказцы». Есть книга Хасана Бакаева «Дзурдзуки». Есть книга Берже, в которой тоже указывается о дзурдзуках. Есть Гумба, точнее о чеченцах. Есть Гумба, где упоминается нахчиматяне. Сколько вам еще книг, я из перечисленных 4, я вам уже молчу. Сколько еще книг нужно вам показать и доказать, что это название. Посмотрите последние видеоролики, которые я закидывал от грузинских источников. Все профессора, доктора наук, они говорят, мы не делим. Для нас, что чеченец, что ингуш, разницы никакой нету. Мы едино называли их. Но я вам сейчас показал это. Те ублюдки, которые пытаются там, вот это было наше, вы воруете. Нет, не было. И я могу вам это показать и показываю вам. Продолжаем дальше. Броневский. Семен Броневский. Книга 1823 года. Издание. Кистинская земля простиралась от правого или восточного берега Терека, лежащегося супротив Осетином, до левого берега Аксая, по северному скату Кавказа, занимающийся юг-север часть высоких
широкофирных гор, подножия снежного хребта, часть хребта, наконец-то, первый гор даже до предгорий и до холмистых долин. Броневский пишет об этом. Еще одна книга, да? Вплоть до конца 18 века в грузинских письменных традиций нахчийцев называли дзурдзуками или дзурдзуками. Это же название в различных огласных приветствуется во многих средневековых арабских, армянских источниках, в которых упоминаются предки современных чеченцев и некоторых ингушей. Не всех, некоторых. Здесь очень много материала, но я хочу вам зачитать только то, что кто это согласен с этим. Дальше идет, там еще очень много. Виноградов, Чакаев, древние свидетельства названия размещения нахчийских племен. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов святым Георгием. Харадзе, Р.Л. Рабакидзе. Харадзе, Р.Л. Рабакидзе, А.И. К вопросу нахчийской этномики. Крупнов, средневековая Ингушетия. Шавлыхашвили, грузинская история. Макалетия, Чеснов, Макалетия, Волкова, Цхесашвили. Дальше. Армянская география. Бабахян, Нунуев, Гамрикелли, Картли, летопись Картли, Джанушпур, Джанушширвани, Мкрумтян, Минорский, Новосельцев, Бакаев, Дьяконов, Алиев, Гарний, Гамрикидзе, Меликашвили. Это о дзурдзуках. Это все авторы, которые данные поддерживаются Хасаном Бакаевым. Освободился. Вот. Дальше. Все, кто отправляет поддержку, donation, я зачитаю после уже материала, который я зачитал, чтобы не прервать. Я обязательно скажу, кто поддержал наш канал. Дальше смотрим. Здесь у меня другой материал. Так, посмотрим здесь. И продолжим здесь. Надеюсь, так. Это я уже показывал, зачитывал. Про Дзурдзукети. Да, название. Дедушка Зураба Гаджиева, чтобы было название этой книги, я хочу, чтобы было понятно. В.Г. Гаджиев. Сочинение, перевод Гербера, описание стран и народов между Астраханью и рекой Курой, находящейся. Издательство «Наука». Это была такая книга, чтобы не было недопонимания. Дальше. Про реку Дзурдзукети я вам зачитал.
это зачитал. Здесь зачитал. Так, у нас что? Это Ермолов, который... И давайте теперь перейдем, наконец-то. У меня просто здесь много книг. И чтобы мы не отвлекались... Давайте теперь, бедно. Теперь начнем с любимой темы, которую все всегда любят. Говорить о любимом Вахушти, Багратионе. Зачитаем. Некоторые касательно истории грузинов. Г. Бросса первый начал нас знакомить с сокровищем грузинской литературы, которое со временем, это мы уже перешли к названию кистинцы, сокровищем грузинской литературы, которая со временем сделалась даже литературно-академической и получила ученую важность. Мы уже обязаны ему изданием двух обстоятельных, весьма любопытных каталогов, произведенных этой литературы, которое число простирается до 350, и между которыми есть до 30 оригинальных творений, в частности, истории словесности. Энтузиазмом к нам развивают перед нами высокая поэтическая красоты эпопеи, поэмы, романов грузинских, состояние всякого времени к языку, в котором так долго скрывалось богатство могучего кавказского воображения. А теперь более чем когда-либо сожалею, что не мог научиться по-грузински. Я бы теперь еще принял за дело со всеми принадлежностями, к какому только я способен. Это уже идет я бы теперь принял дело так. Я знаю всю прелесть энтузиазма, когда дело идет об эпопеях, поэмах и романах, и всю выгоду его в истории боюсь увлекать красотой барской кожи. Перепись этого утешительного пристрастия в оценке летописи Вахтанга и Вахушти, которые, как мне кажется, требуют большой недоверчивости и крайне хладнокровной критики со стороны ориенталиста. И сейчас объясню почему. Да, очень опасно было бы влюбиться в грузинскую словесность с самого начала, в первый день рождения академической славы в Европе. Потому что однажды, преувеличив его достоинство, легко распространить учет. Я хочу, чтобы было понятно. У меня просто-напросто здесь текст написан на старославянском, поэтому немножко запинаюсь. Такое заблуждение, на опровержение которых нужно будет потом 40 лет времени, 40 томов печати, то есть ровно 80 раз более, нежели чем, как кажется, стоит вся эта история. Грузины выдают себя за древний, очень древний ученый академик, кажется, очень их утвердить еще более в этом честолюбии мнение за народ, который в тех же местах, где он теперь обитает, господствует еще до Рождества Христова, начиная свою историю почти со времен Александра Великого. Просветиться христианским учением еще Константином Великим были уже могущественны, даже чуть образованности в 5-6 столетии, с тех пор до начала нынешнего века представляют нам беспрепятственный ряд своих деяний, подвигов, в частности, победа царей. Мы имеем перед собою список грузинских государей от Фарнаваза до Георгия XIII, то есть от 268 года до Рождества Христова по 1800 год после Рождества Христова, список, в котором находится не более и не менее деятельности 8 последовательностей царствований. Одна только китайская история в состоянии представить нечто подобное. Это необыкновенный феномен исторического всякого заставлять подумать что-либо грузинское должна обладать рядом летописей, в котором
имена и деяния 98 государей записаны были людьми всех веков. Ничего не было. От Александра Македонского до Петра Великого. Они преспокойно жили без летописей, и только в прошлом столетии один из их царей, Вахтанг VI, составил для них род многоречивой хроники, который он довел от Ноя до начала XIV века. А сын его, Вахушти, сократил ее, повторяя, впрочем, в точности повесть отца и дополнил последующие царствования. Отец не указывает никакие источники и долгое время не выставляет чисел годов, чтобы было понятно. Если нету ссылок, если нету на более раннего периода источники каких-то указаний, каких-то историков, данные, а материал считает слабым, я вам об этом говорил. Здесь сейчас уже идет о Вахушти Багратионе. Как источники долгое время не выставлял чисел годов, сын ссылается на какие-то летописи и документы, которые вместе с ним и исчезли. И везде выставляет годы. В обыкновенном порядке суда критического одного этого уважения уже было бы достаточно, чтобы без околичности друг отвергнуть об этой летописи, как и заслуживает ни малейшего доверия, тем более, что они наполнены странными баснями, которые могли бы сделать часть изобразительности любого мисолага, наверное, не знаю. Между тем, эти сказания принимаются многими за историю, и мы недавно с удивлением слышим между похвалами, произнесимые в честь грузинской литературы, положительное уверение, что Вахушти есть Карамзин своего народа. Но чтобы было понятно, Вахушти Багратионе, Карамзин, всегда он был государственником, он всегда описывал о великой, точнее у меня есть эта история Карамзина, он указывает, что великие там все императоры, вся история России, она великая, вот такой, чересчур про патриотично сказать, нету никакой критики, он не позволяет там, что могло быть так, иначе. Нет, у него все, что они делают, это золото, и это величайшее из государств, это у Карамзина. И вот Вахушти Багратионе называют таким же. Кстати, в другом грузинском источнике, который тоже описывает, Вахушти Багратионе является незаконнорожденным. Он не прямым является потомком, он то ли от наложницы рожденным. Но воспитывался он так же, как и остальные законнорожденные сыновья. Ну да ладно, это так. Небольшое отступление. Правильным рассмотреть так. Ни время, ни место не позволяет мне заняться здесь правильным рассмотрением всех вопросов, которые могли иметь связь с разными поколениями так называемой истории грузинов. Я постараюсь изложить только результат личных моих понятий о деле, и то, как можно короче, устраняя все второстепенные обстоятельства, решения, были ли грузины в Грузии прежде 12 столетия, нужно коснуться чрезвычайного запутанного вопроса о том, где была Иберия, там и так далее, и тому подобное. Это история древности этнографии. Автор Г. Броссе, если я не ошибаюсь, он немец. Это тот же самый нет. Это том 6, барон Брамбесуа С.А. Санковского. Барона Брамбесуа Санковского. Санкт-Петербург, том 6. Это вот он написал про Вахушти Багратионе. Тот же Вахушти Багратионе у себя написал о том, что оскорбительным является... Я почему про него сейчас так рассказываю, чтобы вы знали. Это единственные ссылки, на которые ссылаются нарнейцы, которые пытаются каким-то образом отделить. Они говорят, вот посмотрите на карту Вахушти Багратиона, которая карта не Вахушти Багратиона, а по словам Вахушти Багратиона выстроенная. Однако есть странности. Я вам объясню, в чем заключается странность, и вы поймете, к чему я это говорю. Что касается странности Вахушти Багратионе, и вообще мы тему обсуждаем кистинцы. Кистинцы были дальние, кистинцы были ближние.
ближние кистинцы, они относятся, вы знали, максимально я пытаюсь и так не затрагивать никого. Ближние кистинцы относятся только к Вяпи. Есть у нас чеченский тейп исконно Вяпи, а есть в Ингушетии еще тейп, ингушский тейп, который называет себя Фяпи. Так вот, кистинцы ближние, которых было всего лишь 1300 человек, они являются только Вяпи, Фяпи. К ним не относятся остальные ингуши. Это было общество. То есть они не все были кистинцем, а только фяпинское общество относилось к кистинцам, чтобы было понятно. Раз вы начали нас делить, тогда давайте я вам покажу, как это и мы умеем. Фяпи не имели отношения ко всем. Глигвы не являются кистинцами. Глигвы были в то время отдельно. Хотите проверить, можете посмотреть, зайти и посмотреть, где находятся глигвы и где находятся кистинцы. Точно так же в Ахуште Багратионе на своей карте, которую вы говорите достоверно, и в основном ваши же источники указывают. Я хочу сказать самое главное, запомните, абстрагируюсь от этого. Кистинцами являются и нохчи, и ингуши. Чтобы было понятно, если общий брать, назвали и тех, и других. Но раз вы хотите вот так абстрагировать, только мы, это чушь собачья. Чушь собачья, почему? Во-первых, на карте в Ахуште Багратионе точно так же, во-первых, неправильно, глигвы находятся по левую сторону Кумбилеевки. Левую сторону Кумбилеевки. Запомните это. И в основном, самая большая ошибка, которая недостоверность этой карты, француза, который ее описал, и все остальные, и Гюльденштейн тоже, который указал. А более правильная и достоверная информация написана, что глигвы находятся по правую сторону Кумбилеевки, чтобы было понятно. Кистинцы ближе к Дарьяльскому ущелью. Их было 1300. Оставим глигвы, эти термины, это не меня касается. Возьмем кисты. Были ближние кисты, которых было 1300 человек. И были дальние кисты, которые жили от Галанчожского района, и Тумкалинского района, Шаройского района, до Андийских гор, которые назывались Кистинским хребтом назывался. Есть эта немецкая карта, которая у нас указана как Кистинский хребет, но позже ее начали называть Андийским хребтом. Так вот, до Андийский хребет, чтобы вы знали, это граница с нынешним, сегодняшним Ауховским районом, который сегодня его переименовали, но он Ауховский район, до Тудова, начиная с Дарьяльского ущелья, заканчивая туда. Кто подтверждает это, кто показывает это, мы сейчас вам покажем. Наглядно. Я знаю, что есть какие-то утырки, которые любят немножко сейчас. Давайте сейчас мы вам сейчас, чтобы было понятно. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и Карта подписаться на канал, Кавказских кто еще земель. не подписался. Издание Баркал, Семен всем Броневский, спасибо. 1750-1820. Идем сюда. Надеюсь, всем видно. Если не видно, вдруг что, скажите. Смотрим. Большими буквами написано Ки-с-ты. Река Аксай. Видите, куда уходит река Аксай? Чтобы было понятно. Кистинцы, андийцы, Восточные горы. Причем туда входит вся часть Нажеюртовского района, чтобы не говорили, что это только Итумкалинский район или Галанчожский район. А то у нас любят всякие долбозвончики, которым пишут текст и которые пытаются как-то
выехать на чужой истории, мы ответим. Видите? Кистинцы. Карта 1750. Смотрим. Видите? Вот они. Малые кисты. Видите? А что написано вот здесь? Правильно. Вот Назрановский округ. Назрань. А вот ингуши. Чтобы было. Смотрим. Название. Ангушт. Ангуш, видите? Где кисты, где ингуши, где ангуш. Всем видно, да? Смотрим. Карабулаки. Река Мартань. Не Фортанга, а Мартань она называлась. В раннем периоде, чтобы было видно. Смотрим еще раз. Кисты. Ангушт. Ингуши. Дальше смотрим. Кто же такие кистинцы? Надеюсь, женоподобные увидят. Кистинцы. До андийских. Ссылок показывать, сколько про кистинцев. Я устал. Давайте посмотрим дальше. Остальное, чтобы было понятно. Чеченцы. Вы же видите эту территорию, да? Независимые чеченцы. Видите, малая Чечня, большая Чечня, мирные чеченцы. Всем все видно? Достаточно, да? Где андийцы, где кисты? Смотрим, что написано. Горные чеченцы, ичары, мичекиз. Тоже чеченцы. Видите, чеченцы, мичекизовцы. Это разные названия были. Один и тот же народ. На всей территории, начиная от Дарьяльского ущелья, заканчивая до Андийских гор. Это раз. А теперь то, что я вам обещал, и то, что я хотел вам показать. Я все время вам показывал одну и ту же карту. Все время показывал одну карту. Я хочу показать вам, дорогие мои друзья, еще одну нашу. Чтобы было понятно. Карта российских владений. Кавказ. 1836 год. Масштаб. Составитель. Поручик. Видите, да? Давайте же посмотрим, кто в 1836 году и кому, где принадлежали в Вахушти Багратионе, говорите, да? Чтобы было видно. Владикавказ. Начиная от Владикавказа, что написано? Чеченцы. Всем все видно. Моздок. Военно-грузинская дорога на Владикавказ. Всем все видно, да? Чеченцы. И доходят они до куда? Опять смотрим. Андийские горы. Река Сулак. Кайсу. Находится где? Правильно. Находится вот. Лезгины жили за Сулаком и оттуда в 1836 вот здесь. Видите, да? Всем все видно. Чтобы было понятно. Всем все ясно? 1836 год. Теперь я хочу еще кое-что вам показать. Благо карты достоверные. Кто хочет, может проверить. Никаких проблем нету. Имбецилы пускай приходят, плачут здесь. Как бы их ни назвали там. Сейчас. Простите, сегодня я специально подсветку включил, чтобы
всем все было видно. Да, ты убьешь. Ты никого ничего не сделаешь. Так. Раз. Книга, чтобы было понятно. На этой карте... кстати, я хотел посмотреть. Там же у нас... Кстати, на этой карте точно так же указан не Ачхой Мартан. В 1836 году записан как Дауд Мартан. Вы спрашивали мне карту, есть ли где написано Дауд Мартан. Есть карта, вот эта, которую я вам показал. Он раньше назывался Дауд Мартан. Хасан Бакаев, этноним чеченцы. Аркадий Гольштейн, дзурдзуки чеченцы, глигвы ингуши. Броневский, карта, книга. Все, что я вам зачитал. Маргашвили. Дальше. Я специально. Берже. Про Берже я еще не успел прочитать, но зачитаем. Ткачев. Ингуши и чеченцы. Это еще ничего. Мы вам показали карту 1830 какого года? 36-го, да? 36-й же там был? Чтобы было понятно. Был наместником на Кавказе. Башлам, что за номера на последней карте? Да. Баркала. Хочу зачитать вам. Хорошо, что напомнили, братья. Баркала. Я чуть не забыл. Давайте я вам покажу, кто же относился к чеченцам. Возьмем. Чеченцы. Первое. Так. Смотрим. Кто? Осетины. А вот чеченцы. Смотрим. Кистинцы. Шубузы. Пшхоевцы. Чеберлоевцы. Ичкеринцы. Ауховцы. Качкалыковцы. Сюда же входит. Уже видите, да? Вот. Последние качкалыковцы. Начинаем. Начало. Первое. Кто относится к чеченцам? Чеченцы. Первое. Назрановцы. Карабулаки. Галашевцы. Видите? Кистинцы. Галгаевцы. Акинцы. Опять кистинцы. Видите? Чтобы было понятно. Это на той же карте. Всего их от 1 до 13. Все 13 обществ, они записаны как чеченцы. И чтобы было понятно. Я же не просто так вам это говорю. Уж извините, здесь такая рабочая у нас обстановочка, как видите, да? Лампочка Ильича, правда, она сломана, но ничего, мы сделаем, достанем какую-нибудь хорошую, купим лампу для работы. А то карта, покажи на карте. На карте я же показал. Чтобы было всем ясно. Вот они. Чеченцы, вот карта. Вот сама карта. Год этой карты, смотрите, подвинем книжечку. 1836 год. Карта. Это книги все. Теперь, чтобы... А теперь... Dayela değil dayel, да, борщ отцом. Ой, ищак. Так, смотрим дальше. Заходим. Год запомнили, да? Все запомнили год. 1836 год. Я вам зачитывал книгу
Неважно, какая книга, это исторический документ. Александр Иванович Борятинский, 815-79, князь, генерал-фельдмаршал, который пленил имама Шамиля. Написано: все земли и леса на плоскости, где жил чеченский народ до возмущения 1839 года, будут отданы вам в вечное владение, исключая те, которые заняты под укрепление, принадлежащие к ним показным местам. Эти земли навсегда остаются в собственности казны. То бишь, Владикавказ, Назрань, Владикавказ, Назрань, крепость Грозная, Моздок, Кизляр с прилегающими к ним землями. И дальше, который народ по возмущению не пользовался, и откуда пришел нынешней покорности, останутся в запасе в распоряжении правительства, да, поселять казачьих станиц, не чеченских аулов. Также здесь еще написано: главнокомандующий Кавказской армии, наместник Кавказа, генерал-фельдмаршал Борятинский. И земли, которые в дальнейшем получат некоторые, я зачитывал несколько раз, не хочу повторяться еще раз, земли, которые получили военные, которые служили в царской России, получившие в наделы земли, они отдаются в вечное пользование царем всем, кто служил. То есть эти земли автоматически остаются. Исходя из этого, на карте указаны, которые вам были даны, 1838-39 год карты я вам показал. Все земли должны были возвращены быть чеченцам, за исключением казачьих станиц. Земли эти все не возвращены. Часть Чечни в 1860 году, сейчас я вам это тоже зачитаю, переходит, становится Ингушским округом, казачьим отделом и остальные на 6 частей, которых я вам тоже зачитаю. Огромная благодарность. 4 человека сегодня задонатили за поддержку, за то, что поддержали наш канал. Огромная благодарность. Что касается кистинцев. Еще раз повторюсь. 1300 человек, ближних кистинцев. 18 тысяч дальних кистинцев. Дальние кистинцы — это предки чеченцев. Без разницы, кого бы вы ни называли их, я вам показал, где находились дальние кисты. Они, начиная от Нохчмуахк, ичкеринцев, от ичкеринцев, чеберлинцев, шаройцев, шатойцев и тумкалинцев и Галанчорского района, они все, включая шатойцев, являлись кистинцами. На это есть более достоверная книга Семена Броневского, который пишет и о кистинцах пишет. Это более достоверно. Что касается Вахушти Багратиони, еще раз повторюсь. Я не ставлю нисколько уменьшая, но вы видите, я вам привел догмы. И он в дальнейшем уехал в Москву. Он один из сооснователей МГУ, Ломоносова. Несмотря на то, что он законорожден, не законорожден, мне без разницы, каким бы он сыном не был. Он написал, но ошибки есть в его карте, и даже нет уверенности в том, что однозначно, что эта карта его, по его словам, взята из него. Включая плюс, есть моменты, которые мне прислали и говорили, вот, обрати внимание, река Кумбелеевка, левая сторона, начинаем сверху, то есть сверху вниз считается. Глигвы на всех достоверных источниках, и сегодняшняя карта, на сегодняшних картах Глигвы находились по правую реку. На карте Вахушти Багратион, которая считается достоверной, почему указывать, я вам объясню. Потому что там чечены на плоскостной территории снизу, а в верхней части кистинцы в горах, они ближе к Дзу. Но вы должны понимать, сейчас, чтобы было понятно, посмотрите, где жили, как жили чеченцы и как жили, объясню вам.
Вот древняя Ингушетия, чтобы было понятно. То есть место зарождения, о котором говорят все, вот она, древняя Ингушетия. Это вся часть древней Ингушетии. Чтобы было понятно, да? Другой части у них нету. Чтобы было понятно. Могу объяснить сейчас, поясню по-другому. Вот современная карта. Чтобы было понятно. Вот эта нижняя часть, желтая, вот эта местность. Тут же находится рядом, уже сегодня, получается, это уже в Осетии, Дарьяльское ущелье, где записано Кисты. Само собой, здесь же все рядом, потому что и Глигвы, и Дзурдзуки. Дзурдзуки в данной ситуации, чтобы было видно, нижняя часть, вы видите, это Чечня. Да, вот где снизу. Чтобы было вам понятно, сейчас я покажу вам другую карту. Как могли быть чеченцы? Вот смотрите. Вот карта. Чтобы было понятно, это Ингушская автономная область. Это более поздняя, это 20 век. Видите нижнюю часть? Нижняя часть. Это историческая родина. И там же находились... выбрать другой объект. Так, сейчас я вам покажу. Ничего, отъешь. Посмотрите. Это желтая современная Чечня. Начиная вот от этого маленького низа, где перечеркнуто, видите, вот это пятачок, о котором описывают в Ахуште-Багратионе, фактически. Чуть ниже с пригородным районом, вот здесь эта область вся. И какая территория у чеченцев, в которой находится нижняя часть. То есть в верхней части чеченцы перебрались в нижнюю часть, осели в низовьях реки Аргун. Там соприкосновение с кабардинцами, с русскими, которые там назвали их поселению Чечан, или Чечен, или Чачан. За Сунжей их поселял Ермолов. Да, есть такая информация. Могу зачитать. Есть такая информация. Давайте зачитаем ее. Могу зачесть, если думаете, что нету. Такая информация тоже есть. Терский сборник. Приложение к Терскому календарю, 1892 год. Назрановцы и галашевцы не имеют своей собственной истории. Об этом группы образованы искусственно путем переселения ингушей на плоскость из гор. Начало таковых переселений относится к 1817 году. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Шейх Мансуровский, потомок, Хавян. Родина мать бы не простила. Смотрите. И назрановцы, галашевцы не имеют своей собственной истории, при этом группа образована искусственным путем переселения ингушей на плоскость из горы. В начале таковых переселений относится к 1817 года, когда известный кавказский герой, администратор Ермолов в начале постройку передовых укреплений по направлению от Владикавказа в Чечню заложил на реке Сунжа редут Назрань, выселил к нему в то время дружественных нам ингушей, чтобы обеспечить Владикавказ от нападения чеченцев. Мы знаем, что были нападения чеченцев, что еще со времен шейха Мансура, что были нападения в эту область. Нападение чеченцев. В 1830 году большая часть ингушей снова была выселена из гор на плоскость окрестности Назрани. С тех пор подобные переселения вольно и невольно продолжались до наших дней. Так что в горах в постоянное время осталось меньше 1/3 общего числа ингушей. Относительно происхождения остальных ингушских обществ в народных преданиях не сохранилось. Это
Ингуши, историко-статистический очерк, 1892 год, 11 страница. Любой человек может проверить. Очень важная информация, которую я хотел бы зачитать. Это у нас Терская область. Статистическим временник Российской империи. Указатель. Изменения по распределению административных единиц в границе империи с 1860 по 1870 года. Прочитаем. Быстро я заканчиваю. Смотрите. Так. Граница между Терскою и дагестанскими областями для всех норвийцев из республики Дагестан. Граница между Терскою и Дагестанской областями в 1861, это 20 июля, принять Андийский хребет, разделяющие лезгинское племя от чеченского. Лезгинские общества, лежащие на левом берегу реки Андийского Койсу, и причислением до сего постановить к Терской области Ункраталь, Чамалал, Технуцаль, Андию, Гумбет присоединить к Дагестанской области. Дагестанской области. Они до этого, до 1860 года, 21 июня, 1861 года, 20 июля, эти земли относились к Терской области, а иначе говоря, к чеченской области. Вот. Можете проверить, это есть. Я вам зачитал, где это написано. Границы Терской области приняты к северу земли в 1862 году, 22 бригада Кубанского казаческого Ставропольской губернии, к востоку Каспийского моря и реки Сулак, к югу Андийские, главные Кавказские хребты. Дальше, что я вам хотел показать на этой странице. Кабардинская, так, 865. Вот. При издании Временным штатом военно-народных управлений Терской области она составляла из следующих частей. Западный военный отдел из округов Кабардинского, которого подразделялся на 3 участка: Баксанский, Черкесский и Малокабардинский. Осетинский 3 участка: Дегорский, Тагаурско-Куртатинский, Алагирско-Мамисонский. Ингушский 3 участок: Назрановский, Карабулакский и Горский. Все. Средний отдел, из которого, это все Терская область. Средний отдел кругом чеченские из 6 наибствами. Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский, Аргунско-Автурский, Натеречный, Качкалыковский, Аргунский. Аргунский состоит из 4 наибств. Чантийский, Шатойский, Чеберлоевский, Шаройский. Ичкеринский состоит из 2 наибств. Даргинский, Веденский. Восточный отдел округ состоит из Аксаевского, Андреевского, это восточный, Кумыкского и Нагаевского. Нагорный из 3 наибств: Ауховский, Зандакский и Салатаевский. В 1865 году Карабулакский был упразднен, участок округа упразднен. Это 1865 год, 28 сентября. Вот таким образом. Это статистические времена Российской империи, который числится 1860 год. Чтобы не быть голословным, я хочу вам еще раз сообщить. И, наконец-то, чтобы вас долго не задерживать, что касается вопросов кистинцев. Люди, которые хотят сказать, сохранили за собой исконное название кистинцы, до сих пор проживают в Панкийском ущелье. Там они сначала, грубо говоря, с конца 18 и начала 19 века. Это потомки знаменитого исконно чеченского тейпа Майстуай Джокола и Дуиси из тейпа Дишни. Одно селение Дуиси, другое Джокола Омала образовали 2 селения. Они кистинцы, они до сих пор живые. Вы можете у любого человека спросить, в Грузии всех их 99%. Кистинские общества из Грузии, их всего до 20 тысяч они доходят. Кистинцы, которые уже 200 лет проживали.
Их всего 20 тысяч. Из 20 тысяч 12 тысяч уехали или в Чечне живут, или в Европе живут, или в других местах. 8 тысяч проживают в Панкийском ущелье, Ахметовский район, Республика Грузия, до сих пор. Они являются исконными чеченскими представителями чеченского нохчи народа. 99% все нохчи проживают там. И их называют кистинцы. И один ингуш, насколько мне из-за кровной мести, который переселился. Все тейпы, включая и акинцы, дышни, майства, харачуай. Не все, конечно, 8-9 тейпов, кажется. И все они нохчи. Никакие, да, они приняли беженцев во время Первой и Второй Чеченской войны, но небольшое количество, не десятки тысяч. Некоторые нарнийцы пытаются там оскорбить и говорить, что они сейчас переехали там по Нет, в Панкийском ущелье уж последние 200 лет жили, и они боролись вместе с грузинами, защищали целостность Грузии, не давали набегам из Дагестана уводить оттуда людей, и это и как форпост был, и они заслужили, мы знаем как, я об этом много рассказал, и еще да, обязательно. Но, есть одно маленькое но, которое я вам хотел сказать. Есть одна проблема. Мы до сих пор считали, что с конца 18 века и начала 19 века поселились вообще в Грузии, поселились кистинцы, дзурдзуки. Мы ошиблись. По документам и по источникам Маргашвили, книги Маргашвили «Взаимосвязи между Грузией, Чеченой и Ингушетией», там говорится четко, что переселение чеченцев началось намного раньше, а вот массовое это начиная из 13 из 14 века, со времен Тамерлана начали переселяться туда. То, что переселялись во время имама Шамиля, это тоже факт, и есть доказательства о сжигании, то, что сожгли в Шаройском районе до 30 человек, загнав в башню за то, что они были против правления Шамиля и его правления как шариатского государства, сожгли то, что в Шаройской башне. Об этом тоже есть информация, и мы об этом говорили, рассказывали. Это тоже факт. То есть они переселялись намного раньше, и они заселили. И многие грузины мне рассказывали, что среди Тушин, среди Хивсур, пшавцев, Хивсур проживают много представителей кистинцев, то есть нохчи. Точно так же много, не скажу, не знаю, и среди хивсур, говорится, там четко указывается, больше среди хивсур, кажется, проживает ингушей, которые, то есть, переселились туда и проживали с древнейших времен или позже, я не могу сказать. Что касается бацпийцев, это отдельная история, я не буду говорить, к кому они относятся, это уже отдельная история, мы об этом поговорим. Кистинцы, еще раз, 18 тысяч женщин, детей, нохчи, кистинцев, дальние кисты. 1300 кистин ближние, это вяппи, фяпинцы. Кстати, вяппи до сих пор себя называют исконно нохчи тейпом, фяппи называют себя ингушами. Прошу не путать. Это есть, и в видеозаписи есть, мы можем предоставить в качестве доказательства. Я не делю, я говорю то, что есть. По кистинцам. Еще раз повторюсь, то, что грузины называли рядом проживающих. А те, которые жили внизу, они могли не знать. Их назвали по-другому. Исходя из этого, вполне возможно, по ошибке, может быть, по слуху. Но мы знаем, что есть грузинский князь или царь, который шел в Москву, проходя через чеченские земли. Ему пришлось заплатить определенную дань. И он жаловался московскому царю. В городе Чечан. Этот документ мы публиковали, вы можете посмотреть, у меня это 1685 или 75, чтобы не ошибаться. По вопросу чечан, кистинцев, дзурдзуков, не ошибайтесь, не позволяйте себе каким-то долбозвончикам говорить, что кистинцы это отдельно, дзурдзуки нет. Дзурдзуки, кистинцы это нохчи, точно так же небольшая часть из них ингуши. В древности, когда были все одним народом, возможно, все были. Я не могу сказать за них, за нас я могу сказать. Но часть из них, ближних кистинцев, были, это однозначно. Что касается дзурдзуков, я вам написал, я вам сказал, что есть что. Это заканчиваю. А теперь я коротко и быстро, чтобы было, отвечу на один вопрос и просьбу. У меня просьба и вопрос. Мне прислали скрин женоподобной одной. Я знаю, что он в эфире.
Я уверен, что он здесь сейчас сидит и слушает. Я прошу в первую очередь, чтобы вы знали одно. Я вас прошу не писать, не заходить, ничего говорить не надо, не обращать в первую очередь внимания на него. Сейчас я покажу. Вот эта женщина, которая упоминает мое имя. Мне прислали этот скрин. Я вам о нем фактически вообще не рассказывал, поскольку эта мразота, простите, как-то неправильно будет мразота, это не буду опускаться до уровня этого женоподобного. Хочу зачитать вам, раз у нас такая тема Ерсюар. Сейчас. Что-то у меня пропадает. Братик Хайцел, в общем. Дина Сарыц. Не забывайте, еще важно, что у нас одно из новых, то, что была река Дзурдзукети, которая называлась. Аргун называлась река Дзурдзукети. Ну ладно, видать, я его не сохранил здесь. Это женоподобное существо, я бы не стал бы его даже так называть. Пишет, что я клоун. За это я его называю, чтобы вы знали, женоподобное существо, потому что мужчина. Я при встрече обязательно, я постараюсь встретиться, как у меня получится. Я тебе покажу, кто есть кто. Это раз, потому что я никогда тебя не оскорблял. Ты, наверное, забыла, когда ты пришла ко мне в мой директ, плакала, как женщина, плакал. Говорил, что там твои подписчики меня оскорбляют. Я никогда ни одному человеку не говорил, чтобы пошли туда, на этот канал или этот канал и говорили что-либо. Я всегда, показывая свое лицо, говорил, если у вас есть факты, аргументы, приходите в эфир, расскажите. Ты, наверное, забыл, как ты рассказывал со своей писульки про 18 тысяч убитых Деникиных, с Деникиным офицеров, как ты говорил, что Ермолов уехал в свою Чечню, мою родную Чечню, где воевали якобы против Ермолова. Ты не предоставил ни одного документа, ни одного факта. У меня есть этот дневник Деникина, у меня есть книга Ермолова. Ты нигде не смог опровергнуть, потому что ты балабол и болтун. Мне наплевать и начихать, что ты зарабатываешь, кого ты что отрабатываешь. Я тебе сказал и предупреждаю тебя еще раз и последний раз. Не называй мое имя и не говори за меня. Ты меня понял, надеюсь. Дальше я тебе отвечать, писать. Если бы ты был бы мужчиной, ты бы зашел бы. Я тебе сказал, когда ты плакал, приходил и плакал, говорил, меня там оскорбляют, твои говорят, это сделал. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, никогда не говорил ни одному человеку, чтобы кто-либо ходил, оскорблял тебя. Это ниже моего достоинства. Я, в отличие от тебя, балабол, смотри, точно ты написал, я тебе сейчас зачитаю, чем ты занимаешься. Этот скрин твой. Тебе пишет, я не знаю, кто это, походу осетинка. Тебя родители не учили уважать людей, которых ты не знаешь. Не знаешь, осетины не хуже никакой нации, пойми это наконец-то. Написали ему. Этот пишет. Хотя, запомни, говорит, с большой буквы, у меня есть анкеты и осетинским блогерам. Я про себя закидываю утки, чтобы пиарили бесплатно. Это работает.
Я никогда в жизни под левыми никами не захожу в YouTube канал, чтобы писать, себя рекламировать. Тот, кто есть, ко мне приходит и так. Кто не приходит, я не переживаю. Понимаешь? Я ничего бабло не отрабатываю, и мне никто не указывает. Клянусь именем Всевышнего Аллаха, Валлахи, Биллахи, Талахи, присутствую. Вот моего брата, который пришел, он со мной почти что каждый день. Он знает, кто мне что-либо дает, кроме донейшена, который мне и то, по чуть-чуть, вообще немного, который донатят мне мои подписчики. У меня никакой зарплаты, никакого работодателя в этой части у меня нету. Каждую книгу. Апти, сколько стоили книги, которые мы с тобой зашли посмотреть? Меньше 5000. Сакинчики, Эрита. Ни одна книга нормальная, которая по истории мы захотели в центре, в книжном магазине, меньше 5000 не стоила. И книги, и карты. Я все прошу, кто поможет, кто подарит. Апти подарил пару книг. Лема подарил 10-20 книг. Там Шах с картой помог. Другой, третий. Я вот так работаю. Не за тебя, понимаешь? Неизвестно что. Еще раз я тебя предупреждаю. Тем более он чеченец мне проедет. Кому? Тебе? Тебе, мужики, который не знает, от кого он родился? Тебе я проигрываю? В чем? Ты будешь меня учить моей истории? Ты свое происхождение найди для начала. Не надо меня учить. Я знаю, что ты здесь и сейчас слушаешь это. Можешь запомнить. Мне какие-то мужики вообще ни во что. Ты понял меня? Занимайся своими делами. Не называй мое имя. Мне до тебя дела нету. Ты ни про Дзурдзуков, ни про кистинцев, касающиеся моей, Деникин, Ермолов, ты ничего не знаешь. За осетин или как что ты там с ними делаешь, мне дела нету. Не тронь чеченцев. Жалко, что ты был здесь, и я не узнал об этом. Здесь бы я бы встретился, и мы бы поговорили. Кто что знает. Ты же говоришь, я могу там по истории и так далее и тому подобное. Понимаешь? Поэтому, еще раз, я прошу всех моих подписчиков, мои братья и сестры, не ходите к нему на канал, не пишите ему ничего от моего имени, мне не нужно. Это балабол, который не смог не доказать ничего. Ни по Ермолову, ни по Деникину, ни по 18 тысячам убитых, которых он говорил. И тем более про какие-то догадки, сказки, которые там рассказывают про остальное. Все, что нужно, кто хочет узнать, может прийти, отправить запрос. Я вам зачитаю с книги, покажу, никаких проблем нет. Не пишите, не захотите, не тратьте свое время. Нам некогда на Дом-2 тратить свою жизнь, понимаете? Я просто-напросто, мне прислали немного, без малого 10 человек прислали мне скрины. Не обращай. А тебе, Артемушка, Домушка 2, я тебе сказал, я о тебе не говорил и знать тебя не знаю. Когда ты пришел первый раз плача, я тебе сказал, приходи ко мне в эфир, если ты хочешь. Я перед всеми скажу, вот Артем, не троньте, я его не знаю, я ничего не говорил и не говорите. И сейчас я говорю своим подписчикам, ради Аллаха, выжри, я вас прошу, не пишите, не заходите, дело вам не должно. Пускай делает, что хочет, пускай отрабатывает, что хочет, что... Не обращайте внимания. Я, по крайней мере, больше туда, то, что вы пришлете, я даже не буду, не обижайтесь, буду игнорировать. Если бы он хоть маломальски знал бы историю, я бы еще, может быть. А так, я не знаю, кто он, что оно. Всякие гадости там писать про него не надо. Не заходите от нашего имени, вообще не пишите. Этот вопрос закрыт. В принципе, если он зайдет сейчас, я с удовольствием покажу ему. Кто знает, и кто клоун, а кто и шапито. Хайповать на мне у тебя не получится. А теперь я хочу другого балабола. На будущем. Ир Суркова, слева латтер. Настоящая фамилия Дудаев. Нокчувыер. Ну, смесь бульдога с носорогом. При правительстве Адам Дамида Марталави, но при Путине он занимал очень серьезную должность. Цениха Улат Латтер,
пошла меня вывозу. Десятилаттыр вот давала Европе лавыш. Такая смесь получкаризма. Тоже черт один. Телефон аппарат, я же блогерш. Основной атак, не же блогерш больше. Это не просто блогер. Ши ахша, ши русского, ши был пожелал, а выйдер эштхол, ши хам осознать, а это. А я финансово подпитывать лишь. Материально, но усолдишь профессионально. Это большая группа с прикрытием, хорошим прикрытием, со стороны государства прикрытием. Дадол. Но усолдишь, лилищи, профессиональный пропагандистический бригадир. Огромная команда работает против нас. На самом высоком уровне поддержишь. Так что блогеры бизнес, их только могут дикбарыш. Информация, но все это нужно финансы. А что сам получится? А это не просто, знаете, чтобы ролик снять, это не просто включил телефон и сел и 5 минут что-то наболтал и сразу в интернет. Вот есть такое понятие, когда человек лжет, ему легко, у него границы безграничные. Он ограничен самой правдой. Поэтому, чтобы снять хотя бы 5 минут ролик, тут неделями иногда приходится работать, чтобы собрать. Ты что за тупой чувак, блин? Неделями ролик снимаешь. Чтобы какой-то ролик снять, это не просто включил телефон и сел и 5 минут что-то наболтал и сразу в интернет забросил. Вот есть такое понятие, когда человек лжет, ему легко, у него границы безграничные. Bizim дучу, он ограничен самой правдой. Поэтому, чтобы снять хотя бы 5 минут ролик, тут неделями иногда приходится работать, чтобы собрать самой правдой. Поэтому, чтобы снять хотя бы 5 минут ролик, тут неделями иногда приходится работать, чтобы собрать будущего. Ир Суркова, слева латтер. Настоящая фамилия Дудаев. Так, коротко по этому ролику я сейчас ответил. Настолько смешно вообще. Для начала. Фотография, которую вы видите, сделана коротко. Я не оправдываю, просто я вам показываю. Во-первых, чувак изменил имя. Во-вторых, изменил свой голос. Оно настолько трусливое, что поменяло все. В-третьих, Сурков приезжал в лагерь, я учился в общеобразовательном лагере, я был в то время студент, это 2007 год, кажется, или 2008 год, я был студентом. Он приезжал туда с лекцией, туда приезжал Жириновский, туда приезжал Сурков, Иванов, Путин, Медведев, все это лагерь, это общеобразовательный лагерь. И там были ингуши, с нами были ингуши такие же, как и я, студенты. То есть, это раз. Во-вторых, два чувака, говорит, смелости что-то сказать Суркову у него не будет, конечно же. Суркову есть там, можешь ему написать там. Бульдог с нозорогом он тебе сделает. Вообще, я тебе говорю, для примера. Во-вторых, ребята, которые стоят со мной рядом, один живет в селе, занимается махти ашушуни, шебежни шлилу, шедехни длилу, шаши зудаялин, ашушун, шолнига, ойсхара ашушун, цаушун, валлахи, биллахи, таллахи. Ищи и концуяцаны со студент очень, ой, шварцон, кей, и вообще связанные, двадцать халдут, дождь на но цана дабан бат, они ни в какой Европе не уехали, они дома. Касающийся второго ролика, третьего ролика. Азамата, ну понятно, Азамат, Амин, я не могу за них говорить. Вы должны понимать, собрались блогеры обсудить, как взаимодействие, пообщаться. Я ходил, я лицо не прятал. Фотография есть, никто от этого не спрятался. Они были давно. Никто, ни одно, клянусь именем Всевышнего Аллаха, ни один человек ни копейки нам не давал, чтобы мы работали что-то. Я отдельно работаю, занимаюсь своей историей. Они отдельно. Мы просто встречались, пообщались. Это 1-2 раза мы встретили, все. Где-то там собрались, мясо поели, чай попили. Ну, это каждый имеет право на это. Все остальные моменты я вам объяснил. Валлахи, биллахи, таллахи, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, нас всех собрать, спонсировать,
Помогать нам ни одного человека нету. Ни одного человека нету, и мы не работаем ни под каким прикрытием. Просто каждый любит свою историю, свою родину, друг друга знаем, помогаем. Что касается моей там фотографии, то, что 21 год в эфире, когда еще был у нас ковид, все мне говорили, депутат, я подал заявку, чтобы пойти в парламент. Не прошел. Вы все это знаете, все, кто старый, депутат, туда-сюда. Я постарался, не прошел. Все. Это закончилось. Это фотография на официальном статусе. Я ни от кого не скрываюсь. Вот человек пришел ночью, 12 часов постучался, зашел, другой приходит. Я ничего не скрываю. Нету никаких крыш, нету. Мои там зарплаты. Он, бедолага, пытается под моим именем сказать, чтобы ему выделили деньги и так далее. А сами приходят, мне говорят, ты работаешь за донаты, ты просишь. Ну ты сейчас умоляешь, чуть ли не плачешь, говоришь, что 5 минут ролика это такая дорогая работа, неделю надо, помогайте деньгами, блогерством. Сам плачешь, сами вы ко мне приходите, одно говорите, а теперь другое утверждаете. Да, трудно, да. Мои спонсоры это ребята, которые с Ютуба, которые мне помогают. Честнер, Мухаммади, да, ДРС, Хилдалси, Дуэл. Даже и цу эллег, цун хочется хлах просто шагона осталдирду башламин, Аллен. Я ух бахтачар далса, Дуэл, ДРС, Хил, башлам бохчар, массарна, далси, Дуэл, шуда, дух, да, Дуэл, шуда цари, шуда анцани. Аш хайо материал штани, йо кинчк штани, карч штани. Все благодаря вам мы составляем, мы работаем, мы занимаемся своей историей. Нам дела нету ни до Сюли, ни до Галга, ни до кого другого. Если нас не трогают, я прошу вас, этих адвокатов, которые приходят и говорят, я вас призываю и говорю, если не хотите, отдайте свою квартиру, свои дома, свои машины. Мы боремся, чтобы у наших детей, чтобы у нас было будущее, чтобы мы могли мечтать о чем-то светлом. Мы чужого ни у кого не просим, но и своего не отдадим. Посмотрите, вот, например, мне говорят, почему фейк. Алсиш, вот он закинул. Видите эту карту? Это моя публикация. Почему я ее сделал? Я показываю красным картом. Видите, там он написал исконные там и так далее. Там. Видите красный крестик сверху? Это Чечня. Видите нижний красный крестик? Это Чечня. Это моя родина. И я говорю, не трогайте нашу землю. Если бы он закинул карту, вот эту. Смотрите. Если бы этот человек взял бы, выбрал бы карту. Вот этот. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, я бы ему ни слова не сказал. А знаете почему? Потому что это официальная карта Республика Ингушетия. Всегда говорили, почему ты показываешь 1934 год. Я вам показываю карту 1924-34 года. Видите карту? Эта карта есть у вашего Бимбулата Богатырева. Эта же карта есть у вашего бывшего мэра Магаса Цичоева Беслана. Вы можете показать, я вам покажу, на какой книге он указал. И я вам показываю, вот эта карта, которая была до 1934 года. Теперь ваша карта стала иначе. То есть вот этот верхний кусок вам вернули. Точнее, вернул по-братски глава Чеченской Республики. Вот. Верхнюю эту часть вы получили. То, что нету пригородного района, из-за этого она кажется чуть меньше. Но пригородный район забрали у вас не мы. Понимаете? И проблема возникла не из-за нас. Из-за этого. А если добавить этот пригородный район, у вас земля больше, чем была в 24 и в 34 году. Вот эта карта настоящая. А вот эта карта, которую вы оставляете фитну, оставляете для наших, еще одна карта фейк. Которую вы закидывали, если вы не закидывали, вот эта карта фейк, она является тоже фейковой. Вы ее закидываете, я вам говорю, если вы не будете закидывать чеченские земли, чеченскую историю, клянусь именем Аллаха, алейкум ассалам, никому нету дела до вас,
живите, пускай у вас будут золотые города, пускай у вас будут летающие автомобили. Никто ничего не говорит. Но вы занимаетесь фитной, вы специально стравливаете людей, на будущее. Через 10-20 лет наши дети и ваши дети будут говорить, смотря на вот эти ваши фейковые карты, вы будут говорить, эта карта с тех пор у нас мадис хаштеш, вы завтра судный день придется отвечать перед Всевышним Аллахом. Не надо вот этого заниматься фитной и заниматься разжигательством тем более между братьями. Я клянусь Всевышним Аллахом, у меня нету ненависти к достойным братьям, ни галга, никому. Претензии есть к дагестанцам определенным, которые живут в домах наших братьев-ауховцев. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Деталинг юта. Ва алейкум ассалам. К ним есть, пока не вернут их дома. Больше никому ничего не говорю и занимаюсь своей историей. Вы закидываете, делаете ролики. Я по молодости, я говорю, я активный образ жизни вел. То это, я не знаю, монобровный там бегал, показывал фотографии, у меня на лице российский флаг. Ай, фут дящу, мать дящу, фут пуш, тыш пуш больше, что я там, у меня один. Я встречал олимпийского чемпиона Булайсара Сайтиева из Тайпа-Цуантру, Нохчу. Понимаете? Он выступал под флагом России. И я его встречал с медалью с остальными. Это мои фотографии, и мне вот столько не жалко, что как я сделал. Будь он 200 лет тому назад, будь он сейчас, который живет. Я противник войны. Я по сути пацифист. Это странно звучит, но я пацифист. Вы берете мои фотографии, там по молодости, там был. Ну и что, если я с Билл Клинтоном был или с кем-то другим, у меня много фотографий. С разными звездами есть, боксерами есть. И теперь кто-то вам не понравился, что, мне умирать что ли? У меня фотографии с Зязиковым есть, с Аушевым есть фотография. И что? Что я должен теперь делать? Выставлять его тоже вы будете говорить. Стыда, совести нет у людей тех, которые этим занимаются. Занимайтесь своей историей, я занимаюсь своей. Не трогайте нашу территорию. Я не пишу никогда доцик. Мне присылают, я опровергаю. Взрослые люди мне присылают. Понимаешь? Понимаете? Вот в чем проблема. И коротко, быстро пробегусь я. Заурбек, Казбек, еще Дышнинский Буарз, с Джейраха Дышни. Ильяс, Юта, Зура. Вот 5 человек, которые сегодня задонатили. Таиса, кажется, она сестра. 5 человек, которые задонатили поддержку нашего канала. Шудал духдал, шудал сахдуали, буддистник эзашка соудолетил. Вот это то, что я смогу собрать на пятницу, на субботу и воскресенье. Вот все, что есть. Готовьте свои вопросы, зафиксируйте, отправляйте, я вам отвечу. Прошу, не ходить никакому Артему, не надо. И еще. Вот это ролик, который мне прислали. А потом, когда беда к самим пришла, здесь сотни тысяч стояло, да, вы хоть один народ назовите на Кавказе, который стоял и просил спасите нас. Да, чтобы несколько сот тысяч. Найдите хоть один народ где-нибудь. А потом, когда беда к самим пришла... Я оскорблять не буду. Это мой народ. Он не умолял тебя, ни тебе подобных, защитить его. Это были женщины, дети, старики в основном. Я не был там. Я не буду тебе припоминать, но у тебя короткая память. Один народ напомнить тебе, я тебе говорить не буду, народ не буду говорить. Вспомни 1992 год.
и ты поймешь, о чем я тебе говорю. حسن يلهم شوي دال هو دنيا عند عميان لي آخر وتحسن يلهمش يربيتن دعير دعتون دالت إما دواتيل تحنا قومن بصوبج شال دالت إما دواتيل نخشي قوم лейн был твам лайт. Не дай Аллах, чтобы хоть один народ Кавказа испытал войну, две последние войны, которые у нас длились, почти 20 лет, испытать на себе. Ни один народ во время войны, когда ушли чеченцы, не наша часть нашего народа, ауховцы, ни христиане-грузины, которые тоже пустили беженцев к себе. Что бы кто ни говорил, да, там аэропорт, военный аэродром, Моздок тоже принял чеченских беженцев. Я знаю об этом. Где-то в пределах, может быть, 5000, 10 тысяч пропустил. Ни Дагестан, ни Грузия, ни Осетия. Никто не сказал слова, вот такого слова, которое сказал он. Ушли, потому что они женщины, дети, беспомощные. А таким людям пусть Всевышний Аллах спросит с тебя в судный день. Если бы захотел бы, мне сказали ответить туда-сюда, попросили написать, я не буду уподобляться ему. Но мог бы сказать. Мог. Люди обращались не к тебе и не просили тебя. Достойные просто хотели уйти от войны. Кто-то остаться, кто-то может переехать. Скажу тебе одно. В Европе проживает до 300 тысяч, если не больше. Всего, наверное, сегодня можно сказать 400 тысяч представителей моего народа. Ни один европеец не упрекнул. Не являясь мусульманами, они католики, безбожники, я не знаю, они могут быть любыми, кем угодно. Они не упрекнули чеченский народ и не сказали, мы вас приняли беженцами. Не упрекнул. Ни один человек имеется в виду вот в таком формате с аудиторией. Мы-то туда уехали из-за войны, наш народ. А почему ты и тебе подобные туда уехали? Из-за какой войны? Подумай. Если ты думаешь, что нету аргументации, если ты думаешь, что у нас нету аргументации, нету истории, нету карт, нету возможностей, ты глубоко ошибаешься. Понимаешь? Оздоевский. Если ты Оздоевский, вот тебе камера там снизу, нажми плюсик и зайди ко мне в эфир, показывая свое лицо, и скажи мне, что я и где я написал хоть одно слово против, как ты говоришь, народа. Вот зайди сюда, показывая свое лицо, показывай всем, и скажи мне хоть одно место, где я упрекал или писал, не отвечая на вашу браваду, где я от себя начал говорить. Это у тебя на телефоне снизу есть камера и плюсик. Нажми его, отправь мне запрос. Показывай свое личико. Я, еще раз повторяюсь, я не занимаюсь политикой. Я не говорю эти хорошие, эти плохие. Я прошу только об одном. У нас великолепная красивая история. У нас достаточно книг, аргументации, которые я вам могу предоставить. Если мы не правы, я вам скажу, что мы не правы и что это неправильно. Клянусь, мне хватит мужества. Понимаете? Вот видишь, ты написал, я не блогер, как ты сидеть тут и просить донаты, и иди работай лучше. Со Оздоева, не сомневайся. Во-первых, я здесь ни у кого ничего не прошу. Что я тебе объясняю? Ты вообще глухой.
Я ни у кого ничего не просил. Тот, кто захотел помочь каналу, тот помог. Иди и на своих каналах. Чеченское все. Я то, что опровергаю, останови их. Ты не увидишь от меня ни одного слова, касающегося вас. Я тебе обещаю, как мужчина, я клянусь именем Аллаха, что ты не увидишь ни у кого. У меня, по крайней мере, не увидишь. В основном я закидываю историю нашего народа. Про наших героев, будь они в Европе, где бы они ни были. Башлам души называют хам Тхабайрды, где-то эта религия, они могли называть религию дином араб, религией, если они никогда не были мусульманами. Я не хочу сейчас говорить о Тхабайрды, об их религии и о них вообще. Это меня не касается, они ничего нам про Тхабайрды не говорили, и у меня нету. Это их храм, пускай делают, что хотят. Я надеюсь, всем понятно, сейчас уже я завершаю свой эфир. Время у меня ограничено. Давайте пятница, суббота, воскресенье. Эфир 11 часов. Мы встретимся, обсудим. Всем огромная благодарность, всем, кто поддержал сегодня меня. К сожалению, я сегодня ответить больше на вопросы не успею. Я хотел быстро вам и рассказал. К следующему эфиру вы можете собрать вопросы, сохранить их. Как я зайду на стрим, просто-напросто в WhatsApp сохраните, скопируйте и можете отправлять мне в эфир. Просто где-нибудь в шаблоне соберите себе эти вопросы, оставьте, и я отвечу на любые ваши вопросы. Еще раз прошу, не заходите на этим женоподобным на сайты, не пишите от моего имени, не оскорбляйте, не надо. Если касается нашей истории, просто дайте мне знать, я вам отвечу на этот вопрос. Все, что смогу узнать, как я это сделал. Еще раз, всем достойным огромная благодарность. Я надеюсь, понял, я прошу у всех прощения ради Всевышнего Аллаха, если я каким-то образом кого-то обидел и задел. Если я кого-то обидел и задел, я прошу от имени Всевышнего Аллаха. Я никогда в жизни не оскорблял народы, нации, фамилии. Я никогда этого не делал. Я отвечаю на ложь, который запретил нам Всевышний Аллах и наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Дело не в споре, я не спорю. Я знаю, там мне присылают первый, кто остановит спор, ему дом в раю, я знаю. Но 20 лет мы молчали, вот сюда залезли, нагадили, пишут о нас, что хотят, оскорбляют народ, национальных героев, всех. Хватит уже, достаточно. Твердо. Готовьте вопросы, всем удачи. Пишите в директ, пишите в Facebook, Twitter, Telegram. Везде у вас есть мои контакты. Всем удачи. Если что-то хотите, Ибра, сохрани. Масир Адикюэл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бях мобил таныш. Хвала.